20 апреля в Грозном прошло открытие Сбербанка России. На торжественном мероприятии присутствовали председатель парламента Чеченской Республики Дукваха Абдурахманов, мэр столицы Муслим Хучиев, министр финансов Чеченской Республики Эли Исаев, председатель Национального банка Чеченской Республики Султан Тагаев, управляющий чеченским отделением Сбербанка России Эдильсол Джемалдинов и главы городских и сельских администраций. Почетными гостями мероприятия стали руководство Северокавказского банка Сбербанка России Виктор Гаврилов, его заместитель Виктор Ковалев и Александр Липчанский. Выступая с приветственным словом, председатель парламента Чеченской Республики отметил, что открытие полноформатного самостоятельного отделения Сбербанка в Чеченской Республике – знаковое событие, которое даст новые возможности для жителей. Отметим, что до сегодняшнего дня в республике работали лишь дополнительные офисы Ставропольского и Ингушского отделения Сбербанка в станице Наурской, Гудельмесе, Грозном. За это время более 30 тысяч жителей республики доверили Сбербанку свои сбережения, а общая ресурсная база составила 217 миллионов рублей. Новое отделение Сбербанка находится в 4-м микрорайоне города Грозный. Оно расположилось в здании, переданном в собственность Сбербанка России правительством Чеченской Республики. Его общая площадь составляет 521 квадратных метров. В современных залах функционирует 7 операционных окон для физических клиентов и самообслуживания. Совершить необходимые операции без очереди с помощью банкомата или информационно-платежного терминала граждане смогут как в самом здании, так и на улице, причем в круглосуточном режиме. 17 апреля на ипподроме города Гудермеса прошли скачки, посвященные годовщине отмены режима КТО на территории Чеченской Республики. Здесь присутствовали президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Открывая состязание, он поздравил всех с Днем мира. Отметил, что благодаря самоотверженному труду чеченского народа республика динамично развивается. Цитата. «Сегодня, празднуя годовщину отмены режима КТО, мы отмечаем и заслуги людей, которые активно участвовали в этом процессе». В программе скачек было 6 заездов на дистанции от 1200 метров до 2400 метров. В соревнованиях приняли участие 70 лошадей, которые были заявлены от владельцев из Чеченской Республики и регионов Северокавказского федерального округа. В первом заезде на дистанции 1200 метров, посвященному годовщине отмены режима КТО, победила лошадь First Wind Man. Вторая скачка на дистанции 1600 метров была посвящена рождению сына Аптиалаудинова, заместителя начальника криминальной милиции МВД по Чеченской Республике. В этом заезде бесспорным лидером стал скакун президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по кличке Эрджияс. Третий заезд на дистанции 1800 метров, посвященный рождению сына мэра города Шали Турпал-Али Ибрагимова, первой финишную черту пересекла лошадь по кличке Баритон. Четвертой скачки на 2000 метров в честь рождения сына соратника президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Руслана Байсарова первой также пришла лошадь президента Рамзана Кадырова по кличке Дорман Краун. В самом длинном заезде на 2400 метров, посвященном рождению сына министра труда, занятости и социального развития Мохаммада Ахмадова, очередной раз одержал победу скакун президента по кличке Sky Life. И последний заезд на дистанции 1600 метров состоялся в честь рождения сына начальника службы безопасности президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Абузейда Висмурадова. Победителем стал скакун Гайтан. Призовой фонд каждого из заездов составлял 1 миллион 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд скачек составлял 6 миллионов 600 тысяч рублей. В 3 из 6 заездов победу одержали скакуны президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Призы победителям вручали глава республики Рамзан Кадыров, президент Московского индустриального банка Абубакар Ашсамаков, депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов. Также указом президента Чеченской Республики за развитие конного спорта медалью за заслуги перед Чеченской Республикой был награжден тренер конной спортной школы Шаптукаев Сейд Али. 25 апреля в Чеченской Республике отмечается День чеченского языка. По случаю праздника 22 апреля в правительственном доме Чеченской Республики состоялось совещание глав районов, министерств и ведомств республики. В
ходе беседы Рамзан Кадыров призвал руководителей активно участвовать в популяризации родного языка. При этом он отметил, что их владение языком должно стать примером для подрастающего поколения. По мнению главы республики, в процессе популяризации родного языка должны активно участвовать журналисты, писатели, ученые и все те, кто владеют мастерством пера. По мнению президента, особое внимание надо уделить распространению книг на родном языке, подготовке познавательных программ на телевидении. Важным средством воспитания чувств национальной гордости и патриотизма является пропаганда деятельности известных личностей Чеченской Республики. Цитата. «У нас есть десятки историков, общественных деятелей, публицистов, поэтов и писателей, которые внесли свой неоценимый вклад в дело развития родного языка. Это выдающиеся лица Чеченской Республики, которые не могут не вызвать у нас чувство гордости за свой народ. Их сегодня нет с нами, но их следует помнить, называть их именами улицы, дома культуры. О них нужно писать книги, освещать их жизнедеятельность, подготавливая радио и телепередачи». В завершении заседания глава республики подчеркнул, что празднование Дня чеченского языка должно быть проведено на высшем уровне. Он также поручил присутствующим подготовить список общественных деятелей, учителей, представителей творческой интеллигенции, вносящие вклад в развитие чеченского языка, для их поощрения. 23 апреля в правительстве Чеченской Республики прошло совещание глав министерств, ведомств и районных администраций республики по поводу празднования Дня годовщины 65-летия Победы. О том, что празднование Дня Победы должно пройти на высшем уровне, и ранее говорилось президентом. «Уделять внимание ветеранам ВОВ – наша обязанность», напомнил глава республики и на этой встрече. Вице-премьер Чеченской Республики по социальному блоку Халид Вайханов рассказал о том, что ведется работа по оказанию помощи ветеранам. Подготовка ко Дню Победы позволит достойно отметить эту славную дату, отметил вице-премьер в своем выступлении. На совещании президент обратился к присутствующему представителю Совета ветеранов Ахмеду Устарханову касательно проблем ветеранов, отметив, что будут решены все их вопросы. Здесь же президентом были вручены подарки всем ветеранам. Также глава республики поручил председателю правительства Одессу Байсултанову перечислить деньги на счет фонда Союза ветеранов. А председателю Совета ветеранов Ахмеду Устарханову в рамках президентского поручения вручили ключи от машины Toyota Camry. Ключи вручил председатель правительства Одесс Байсултанов. Мэр города Муслим Хучиев также не замедлил с исполнением поручения президента. Начальник строительного отдела мэрии вручил Ахмеду Устарханову документы и ключи от квартиры. На этом же совещании президент выдвинул инициативу назвать в честь ветеранов улицы городов и сел республики. Также он поинтересовался жилищными вопросами ветеранов. Руководство Грозного сообщило, что жилищные сертификаты получат все без исключения. Также всем ветеранам будет оказана помощь в ремонте жилья. А первый вице-премьер Магомед Даудов назначен Рамзаном Кадыровым куратором Союза ветеранов республики. Все это говорит о том, что в нашем регионе ни один ветеран не останется без внимания со стороны руководства. Кроме того, День Победы стал стратегической датой смерти нашего первого президента. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и делегация депутатов Государственной Думы Российской Федерации во главе с председателем Комитета по вопросам местного самоуправления Вячеславом Тимченко 20 апреля посетили ряд строительных объектов в городе Гудермесе. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации высоко оценили качество работы, темпы строительства. В ходе осмотра строящихся жилых многоэтажных домов Вячеслав Тимченко поинтересовался, есть ли в городе объекты промышленной индустрии. Рамзан Кадыров заверил гостей, что помимо объектов жилищного фонда в Гудермесском районе активно ведется строительство промышленных и индустриальных объектов, в том числе кирпичного и консервного заводов. А также сообщил, что 1 мая, когда Гудермес будет отмечать День города, планируется завершить строительство ряда объектов. Президент отметил, что несмотря на короткие сроки строительства, проделан большой объем работы. С помощью Аллаха Чеченская Республика станет одним из самых процветающих регионов страны, и у нынешнего поколения есть возможность войти в историю, возрождая города и села, подчеркнул Рамзан Кадыров.